Ну что, апа, отпускаете Джамилю? А то меня там ждут. Ну что ты привязался, Джамиля, да Джамиля? Я тебе сказала, не отпущу и все. Джамиля – лучшая песня о любви всех времен и народов. Все вы, должно быть, помните эту цитату французского писателя Луи Арагона, который остался в диком восторге от повести Чингиза Айтматова, изданной в 1958 году, и даже сам лично перевел произведение на французский язык. Джамиля была переведена на все популярные языки мира и входила в школьные программы многих стран, например, той же ГДР. В 1968 году Ириной Поплавской был снят одноименный фильм с Натальей Айрембасаровой и Сюминкулом Чукморовым в главных ролях. Фильм стал просто в каком-то смысле визуальным бенефисом оператора Кадырджана Кадыралиева, о котором мы рассказывали в прошлых выпусках, и не в последнюю очередь, благодаря которому стал возможным феномен кыргызского чуда. Фильм словно ожившая картина. Природа, глубокие и тщательно спрятанные в людях эмоции и, самое главное, живопись и музыка. Все объединено в одном полотне. Честно говоря, во время работы над роликом нас неоднократно посещала мысль, что никакой кинообзор, наверное, не поможет прочувствовать всю красоту киноленты. И, в свою очередь, никакая экранизация не даст ощутить глубины тех потаенных чувств, скрытых в оригинальной повести. Поэтому перед просмотром настоятельно рекомендуем прочесть оригинальную повесть и посмотреть киноленту. Давайте попробуем все же разобраться, что же такого особенного в работе и почему французы, которых почему-то все вдруг считают экспертами в любви, обратили внимание именно на Джамилю. Для начала, как всегда, кратко перескажем сюжет. Рассказчиком в повести выступает 15-летний паренек Сиит, братишка мужа Джамили, главной героини произведения. Действие происходит во время Второй мировой войны в 1943 году в Кыргызском Аиле. Обычная патриархальная традиционная семья. Муж Джамили Садык, как и другие взрослые мужчины Аила, воюет на фронте. Завязка сюжета начинается с того, что получившему ранение на войне парню Данияру, Джамиле и Сииту поручают помочь с перевозкой зерна, поскольку рабочих рук в колхозе не хватает. Поначалу главный герой подшучивает над угрюмым, молчаливым Данияром. Ты вроде мужчина с виду. Давай, открывай путь. Но вскоре молодые люди влюбляются друг в друга и через некоторое время вместе убегают из Аила. Сиит, случайно увидевший их уход, осознает, что и сам был влюблен в Джамилю и плачет, понимая, что по сути прощается со своим детством. Джамиля! Джамиля! Односельчане и вернувшийся с фронта Садык всполошились, взбешенные поступком влюбленных, и безуспешно отправляются на погоню за ними. И только Сиит принимает их выбор и осознает силу их чувств и необходимый для принятия их выбора контекст. Бегите, быстрее бегите. За вами скачут, за вами погоня. Они уже близко, они скачут. Берегись, Джамиля, берегись. Сам он вскоре тоже покидает родной Аил, чтобы стать художником. В качестве дипломной работы Сиит рисует картину, на которой изображены Джамиля и Данияр. Во время пересказа сюжета чувствуется недостаток контекста и легко судить поступок Джамили. Да, вы можете сами зайти в комментарии к фильму и найти там людей, которые пишут, что Айтматов – это известный атеист, а Джамиля – это строго произведение о неверной женщине, только и делавшей, что занимавшейся прелюбодеянием, а также реклама атеизма и греховного поведения. Мол, девушку приняли в дом, кормили ее, поили, хорошо относились к ней, а она не дождалась мужа, на секундочку, поехавшего на фронт защищать не только родину, но в том числе и ее, а обесчестила, изменив ему и убежав с другим. Творчество – пространство для дум, и каждый зачастую находит в нем свои смыслы, но мы сомневаемся, что повесть пыталась продать читателям рекламу атеизма и супружеских измен. Здесь, как и во многих других произведениях Айтматова, в сценарии аккуратно положено несколько центральных мыслей и моральных дилемм, перекликающихся и плавно перетекающих друг в друга. К ним мы еще перейдем, но начать анализ стоит, вероятно, с киноязыка, играющего ключевую роль в данной работе.
Как и в других произведениях Чингиза Тюркуловича о любви, в «Джамиле» сразу бросается в глаза рассказчик, дающий ретроспективный взгляд уже повзрослевшего сиита на свое детство. Часто Айтматов дает нам полную загадок экспозицию, а после раскрывает, что же такого произошло в прошлом, что привело к этим событиям в будущем. Эта характерная стилистическая черта писателя позволяет наполнить читателя ощущением субъективного взгляда рассказчика. Мы смотрим на ситуацию его глазами, узнавая контекст через призму его идеалов, что нередко помогает встать на сторону главных героев. Но если в «Красном яблоке» или «Топольке в красной косынке» Исабеков или Ильяс были в ретроспективе молодыми, но уже вполне взрослыми людьми, то здесь же Сиит – это 15-летний паренек, в фильме же и того моложе. И рассказчик, пытающийся воссоздать события давно минувших дней и заглянуть в свое детское сознание, объяснить свои тогдашние ощущения, поневоле переобъясняет все уже другим, взрослым языком. Он уже забыл тот, другой, детский язык. С вами случалось пытаться объяснить свои детские шалости или причину поступков, уже будучи взрослым? Помните это странное расхождение? Вот и здесь Айтматов совершает интересную попытку говорить детским языком, уже повзрослев, и авторы фильма акцентируют на этом все внимание. Сам фильм черно-белый – это лишь смутные воспоминания Сиита. Единственное цветное в фильме – это детские рисунки мальчика, ставшего впоследствии художником. Вставки с его рисунками часто перебивают повествование и приоритизируются над видеорядом. Можно показать эмоции и лица главных героев, но нет, авторы показывают нам это с помощью рисунков. Они догоняют. Бегите. Потому что это то, как мальчик-художник воспринимал мир. Эта идея визуализации цветного детского мира в черно-белом мире взрослых в будущем неоднократно используется и в других работах. В голову сразу же приходит «Мор» Марка Осборна, номинированная на «Оскар» в 1998 году. Здесь точно так же красота внутреннего мира обеспеченного ребенка выставляется в выгодном свете рядом с унылым, потерявшим всякое творческое начало миром взрослых, обремененных своими проблемами и переживаниями. В книге Айтматов смог передать его ощущения с помощью долгих рассуждений о том, что он в детстве чувствовал, как он это, наверное, интерпретировал, попытка объяснить и рационализировать это с призмы взрослого. Инструмент же кино здесь подходит как нельзя лучше. Можно намного проще показать внутренний мир ребенка. Мной опять овладело то самое непонятное волнение, которое всегда приходило с песнями Данияра. И вдруг мне стало ясно, чего я хочу. Я хочу нарисовать их. Я нарисую их такими вот счастливыми. Да, вот такими, какие они сейчас. Но смогу ли я? Дух захватывало от страха и радости. Я говорил себе, что надо видеть землю так, как видит ее Данияр. Я красками расскажу песню Данияра. У меня тоже будут горы, степь, люди, травы, облака, реки. И я даже подумал тогда, а где же я возьму краски? В школе не дадут, им самим нужны. В книге Джамиля и Сиит впервые поняли, что значит любить с помощью песен Данияра. Если бы я только мог хоть в какой-то мере воспроизвести песню Данияра. В ней почти не было слов. Без слов раскрывала она большую человеческую душу. Ни до этого, ни после, никогда я не слышал такой песни. И мне вдруг стали понятны его странности, которые вызывали у людей и недоумение, и насмешки, его мечтательность, любовь к одиночеству, его молчаливость. Это был человек глубоко влюбленный. И влюблен он был, почувствовал я, не просто в другого человека. Это была какая-то другая, огромная любовь к жизни, к земле. Да, он хранил эту любовь в себе, в своей музыке, он жил ею. «Если бы я только мог хоть в какой-то мере воспроизвести песню Данияра», восклицает Айтматов в повести, и инструмент кино помогает нам услышать эту песню.
Напевы чувственного вибрато в редком исполнении самого Сюйминкула Чокморова откликаются в глубине души. На необъятных лугах, будто на волнах озера, Джамиля и Сиит, которым еще совсем недавно незнакомец открывает глаза на красоту этого мира с помощью песни. Да и в целом в ходе просмотра держится стойкое ощущение, будто все пространство картины наполнено аутентичной музыкой и исконно кыргызскими мотивами. С этого дня в нашей жизни казалось, что-то изменилось. Я теперь постоянно ждал чего-то хорошего, желанного. С утра мы грузились на Току, прибывали на станцию, и нам не терпелось побыстрее выехать отсюда, чтобы на обратном пути слушать песни Данияра. Что удивительно, ведь поначалу они с Джамилей издевались над хромым парнем и булили Данияра. Они то бросаются в него чем ни попадя, то специально обгоняют его на лошадях, оставив в туче пыли. А однажды даже устраивают довольно неприятный розыгрыш, оставив его одного тащить непомерно тяжелый мешок зерна. Ты штаны сначала подтяни, а то потеряешь на полдороги. Брось мешок, Данияр, я ж пошутила. Уйди. Бросай мешок, Данияр! Бросай, Данияр! Все эти шутки Данияр выдерживает с достоинством, а случай с мешком полностью меняет их отношение к нему. Сиит начинает любить Данияра как старшего брата и чувствует, что начинает терять Джамилю, ведь она постепенно влюбляется в него. Мальчик чувствует вину перед своим братом Садыком за то, что умалчивает об их отношениях. Но видя перед собой проявление настолько чистой любви, наверное, по его мнению, в каком-то смысле недоступной для его брата, он встает на их сторону, когда они вместе бегут из села. Пусть считают меня изменником. Кому я изменил? Семье? Нашему роду? Но я не изменил правде. Правде жизни. Правде этих двух людей. Я никому не мог рассказать об этом. Даже мать не поняла бы меня. Я вспомнил, как они уходили из Аила, и мне нестерпимо захотелось выйти на дорогу. Выйти, как они, смело и решительно, в трудный путь за счастьем. Я поеду учиться. Скажи отцу. Я хочу быть художником. Твердо сказал я матери. Это, конечно, парадоксально, что Джамиля 68-го года – это фильм по книге о певце, сподвигнувшего мальчика стать художником. Конечно, она не могла не иметь такой творческой, местами хаотичной визуальной структуры и прекрасного музыкального сопровождения. При том, что складывается ощущение, будто авторы делали все, чтобы попросту попытаться вызвать у зрителя сильные эмоции и погружать его в атмосферу. На самом деле фильм, в отличие от многих других экранизаций произведения Айтматова, практически полностью соответствует оригиналу и очень щепетилен в вопросах сохранения мыслей оригинала, умудрившись не вырезать из хронометража и сохранив чуть ли не каждую сцену. Если же, наконец, затрагивать самое важное для многих, какой пример подает Джамиля с точки зрения общечеловеческой морали, то давайте попробуем немного погрузиться в историю с ее точки зрения. Согласно повести, Джамиля – дочь табунщика из горного аила Бакаир. Наш Садык тоже был табунщиком. Однажды весной на скачках он будто не сумел догнать Джамилю. Кто его знает, правда ли, но говорили, что после этого оскорбленный Садык похитил ее. Другие, впрочем, утверждали, что женились они по любви. Но как бы там ни было, а прожили они вместе всего 4 месяца. Из этого будто бы можно сделать вывод, что по идее не факт, что они женились не по любви. Однако, во-первых, в случаях похищения невесты все родственники жениха, разумеется, поклянутся на чем угодно, что брак был по любви и все было к лучшему. В тексте, заметьте, подчеркивается, что это догадка со слов людей. Во-вторых, в работе над сценариями экранизации своих работ Айтматов часто принимал самое непосредственное участие, и в фильме дорисовывается и показывается то, что брак был далеко не по любви. Ей очень не хотелось расставаться со своей девичьей шапкой. Следовательно, то, насколько навязанной девушке таким способом брак может ее морально обязывать придерживаться в кавычках обещаний, это вообще довольно сложный этический вопрос. Заметьте, мы здесь говорим даже не о том, насколько это легитимно, а в первую очередь, насколько можно морально осуждать непосредственно ее бегство с Данияром, если к Садыку ее привели силком.
И осуждение ее поступков в книге и в фильме сопровождается следующими словами. К ней так хорошо относились дома. Как она могла так поступить? Как будто это морально оправдывает то, что многие семьи создавались через кражу невест, и фокус внимания переключается не на факт кражи, а на то, что к ней, видите ли, хорошо же относились. В чем проблема? Во-вторых, нельзя не забывать, что Джамиля испытывает сильные переживания по поводу ухода. Она вообще пытается в какой-то момент полностью оградить себя от встреч и общения с Данияром, придя к бригадиру Орузмату и пытаясь упросить его найти ей другую работу. Байке, я не буду больше на станцию ездить. Да ты мне хоть объясни, что случилось. Забирайте свою бричку, посылайте меня куда угодно, а на станцию я ездить не буду. Если обидел кто-то, прямо так и скажи. Ей дается это тяжело, но она пытается стряхнуть с себя это чувство любви. Что стоишь? Что смотришь? Езжай, не смотри на меня. Езжай, тебе говорят. Затем она пытается найти в себе силы рассказать обо всем Сииту, что также можно засчитать за желание правильно поступить в данной ситуации. Просто здесь нет человека, кто беспристрастен и советом поможет. Кругом одни патриархальные родственники Садыка да маленький мальчик. В-третьих, вообще, а судьи-то кто? Садык, который украл Джамилю, и даже в письме, которое отправлял домой раз в год, справлялся о ее здоровье в самую последнюю очередь, потому что так, видите ли, принято в традиционных семьях, и нужно сперва уважить всех аксакалов, а потом в последнюю очередь, невзначай, чуть ли не стесняясь, свою жену. Или, может, Осмон, дальний родственник Садыка, который сам приставал к ней в отсутствии мужа. Цитата. «Эх, была бы ты моей бабой. Раздел бы тебя голышом, грудастую, тогда бы ты не то запела». А потом вдруг после приезда Садыка стал образцом чести и морали. Давно надо было гнать из Аила эту приблудную собаку-полукровку. Срам, позор всему роду. Попадись он мне, убью на месте. Пусть судят. Не позволю, чтобы каждый бродяга уводил наших баб. Джамиля делает сложный выбор и уходит от мужа с любимым человеком, наперекор патриархальным традициям, осуждающему и перемывающему ей косточки обществу навстречу своему туманному завтра. Разумеется, измена – это плохо, но идет ли здесь вообще речь об измене, когда девушку изначально лишили выбора? Плюс, так или иначе, история ведется из уст взрослого художника, вспоминающего мысли восприимчивого мальчика, на которое наложен киноязык, выставляющий персонажей в таком свете, какой выгоден автору. А значит, хотим мы того или нет, мы будем подсознательно принимать сторону главных героев, ведь моральные гайки истории закручены так, как нужно. Поэтому при такой субъективной подаче произведения нам остается лишь переживать за будущее Джамили и Данияра, смаковать слог и талант Айтматова при прочтении книги, а также восхищаться визуальным и музыкальным великолепием экранизации. Мы составили свое мнение и будем рады узнать в комментариях, что думаете по этому поводу вы. С вами была редакция Evidence. Увидимся в следующих выпусках. Настаир